самое ближайшее время в повестке дня российской внешней политики неизбежно встанет вопрос о целесообразности оказания финансовой помощи Республике Абхазия. Это неизбежно, потому что все, что связано с этой помощью, находится в серой зоне, а основные вопросы решаются на уровне чиновничьих междусобойчиков и договорников. Десятки миллиардов рублей за последние годы были изъяты из наших с вами карманов и подарены этой независимой республике. Естественно, эти деньги осваиваются коррумпированными абхазскими чиновниками и бандитами, которые делают в Абхазии все, что хотят. И никакой закон им не писан. Освоение российских бюджетных средств, вымогательство сотрудниками абхазской милиции взяток с российских туристов-автомобилистов, контрабанда и криминальные захваты имущества этнически русского населения – это национальный абхазский промысел, привычный и такой понятный для них способ заработка. С каждым годом Абхазия становится не ближе, а дальше от России. Объективно, на сегодня это самая недружелюбная страна для российского бизнеса на постсоветском пространстве. Ведь абхазские чиновники открыто заявляют об особом кавказском менталитете и о прямой необходимости вступать в понятийные договоренности с местными криминальными кланами, получать от них защиту и, соответственно, за эту защиту платить. Кроме того, Абхазия – это страна, где крышевание российского бизнеса и притеснение этнически русского населения уже долгое время носит масштабный и системный характер. В таких условиях российские бюджетные деньги попадают в руки абхазских чиновников, которые нацелены исключительно на обслуживание интересов своих криминальных кланов. Сравнительно небольшой по российским меркам объем финансовой помощи республике позволяет чиновникам Министерства по делам Северного Кавказа, которое курирует инвестиционную программу содействия развитию Абхазии с российской стороны, избежать многих сложных вопросов от общественности и правоохранительных органов. Зачем нам нужно продолжать покупать лояльность страны, в которой русских целенаправленно вытесняют? Почему данные средства не направить на другие, более значимые и социально важные для российской части Северного Кавказа дела? Почему мы продолжаем содержать страну, где русских откровенно грабят и унижают по национальному признаку? Какими личными интересами руководствуется министр по делам Северного Кавказа Чеботарев и его заместитель Кошин, подписывая очередной документ, по которому сотни миллионов рублей перейдут из наших с вами карманов в карманы абхазских бандитов? К примеру, завод Михаила Панова в Абхазии, захваченный организованной преступной группой, обеспечивает строительными трубами все основные инфраструктурные объекты. То есть на деньги российских налогоплательщиков обеспечивается закупка материалов на предприятии, которое бандитским путем захвачено у российской компании. Это абсурдная ситуация, которая демонстрирует, как бездарно и бандитским путем осваиваются российские бюджетные деньги. Конечно же, в Министерстве Северного Кавказа все это хорошо знают и понимают, но по известным причинам предпочитают подыгрывать абхазским бандитам. При этом президент Абхазии Рауль Хаджимба откровенно прикрывал криминал на протяжении всего своего президентского срока. Видимо, личный финансовый интерес для него оказался важнее, чем репутация и процветание республики. Чиновники привыкли, что огромное количество вопросов, связанных с экономической поддержкой Абхазии, мало кого интересовало в России. Об этом мало пишут СМИ, этим не интересуются политики. В текущих сложных социальных и экономических условиях в самой России становится просто невозможно смотреть на такое безответственное отношение к бюджетным деньгам, которые, прикрываясь неким геополитическим интересом, чиновники Министерства по делам Северного Кавказа продолжают выделять враждебному русским и собственному народу абхазскому правительству.